Техасская государственная телерадиокомпания представляет. Красное с белым и немного зеленого. Режиссер Ада Квирая. Часть первая. Симон, переодевайся. Одень шортики. Не одену шортики. Давай. Иди делать уроки. Никуда не пойдешь. И не пойду никуда. Ты должен хорошо себя вести. Как хочу, так себя и веду. Вот так сделаю. Больше не могу. И этот второй номер сделай. Так не делай. И это сделай. Пиши и второй, и третий. А если будешь хорошо учиться, как я тебе и говорила... Покажи, покажи. Ну? Я все секреты ваши с папой слышал. Пиши. Ма, не хочу. Симон, второй пример напиши. Отойди. Ты ходи и... Да. Сегодня. Так не говорят. Раздельно скажи. Сегодня. О, Больше ничего не скажешь. в библиотеку. Нет. Теперь начинай писать. Опять начинать? Да. Начинай писать. А потом опять начинать? Да. Ты ходи. Ой. Ма, что-то хочу сказать. Обязательно по секрету? Ты ходи. Сегодня. Я закончила это. Здесь что написано? Ки или ку? С абзаца начинай опять. Что снова начинать писать? С абзаца начинай сначала, Симон. Начал. Теперь что? Симон, второе предложение. Ты ходил? Так все одно и то же. Да. Ты ходи. Ой. Все, мама. Все сделал? Мама, зачем учить? Зачем? Затем, что это домашнее задание, выучить наизусть. Наизусть не нужно, не ври, читай. Опусти руку. Сначала. Абсентовый качет амра капхара гурга дахай что абсабара ава дехмарот агач курпара ава дехазразот ашха. Опять сначала. Стихи Баграта Шинкуба. Выпустить его. Мама, а тебе нравится этот мультик? Да.
Кошка здесь. Здесь. Все руки мне запачкала. Гай. Ма, а кошку можно отпустить? Отпусти. И собаку можешь отпустить. Симон, а ты на Ботасы поменял бы собаку? А? Не поменял бы? А на машину настоящую? Что это ты меняешь? Он думал, что я собаку на машину поменяю. Настолько ты ее любишь? Да. А на компьютер поменяешь? А на Сони поменяешь? Так ее любишь? И с ней играешь? Даже 1 миллион из Даже 1 миллион дадите, не поменяю. А на что бы ты ее все-таки поменял? Я? А участок Все участки, если дадите, все миллионы, если дадите, все равно не поменяю. А банк? Красное с белым и немного зеленого. Часть вторая. Мама, директор школы. Элла Сергеевна, здравствуйте, можно к вам? Немская правда, Анна Евгурян. Хотела бы взять у вас интервью. Очень приятно. Заходите. Вы столько лет работаете, вы когда-нибудь думали, что станете директором школы? Честно говоря, нет. И в этом году, когда предложили, мы заняты Ничего, я немножко, подожду. или да? Я за формами расчет. Хочу родительское собрание показать образцы форм, Образцы формы. так как мы решили ввести индивидуальную форму. В этом году нету формы, и вот мы решили вот такую форму перейти с нового учебного года. Элла Сергеевна, по поводу первых классов. С первых классов я очень переживала, воспримут ли меня ученики. Зачем вы пришли? Мы книги принесли. Мы мешаем, мы пошли. Книги мне не нужны. Книги библиотекарша сдать нужно. Мама, мама. Симон, уходи. Уходи, Симон. Учебники сдавать мне. Она-то не знает, кто эти учебники принимает. Все. Здравствуйте. Мы за наушниками. Нет, наушники не получите, пока не придут ваши родители. Несколько извините и... Я сказала. Пока уходите, потом придете, когда она уйдет. Мне сложно работать директором. Вообще, когда, значит, у нас, когда мы выбирали, значит, был педсовет, и приехали с отдела образования, и когда произнесли мою... Элла Борисовна, извините, пожалуйста, надо документы отправить срочно. Подпишите, пожалуйста. Ну, раз уже
удостоили такой чести, то, конечно, сделаем. Элла Сергеевна, можно к вам? Отпустите меня с занятий, подойди. В пятницу отпустите меня с занятий. А зачем? Я еду в деревню. Элла Сергеевна, о проблемах. С какими проблемами вы сталкиваетесь в своей работе? Вы уже год как директор школы. Когда меня назначили директором, я очень переживала, ну, как у меня будет работа слаживаться. Вот в школе мы не разрешаем наушники, потому что их позовешь, и они не слышат. Так, я извиняюсь на минутку. Элла Сергеевна, у вас всегда вот так активно по всем вопросам к вам обращаются? Но так как наушники в большинстве случаев отбирает зауч школы у нас, и я. Я очень извиняюсь. Здравствуйте. Она не хочет идти на экзамены. А кто будет сдавать экзамены за тебя? Элла Сергеевна, у меня ни вопросов нет, ни ответов нет, вообще ничего нет. Как нет? По абхазскому языку билетов нет у тебя? Вообще нет. Почему? Сейчас разгар работы начинается в Пицунде, а у нее экзамены. Она ведь место потеряет. Извините, там дети наушники просят. Можем мы им их Два раза отдать? ко мне подходили за наушниками. Я вам один раз сказала, что не даю наушники. Да. И все. Никто тебя не убьет, но ты должна все сделать по возможности. По-абхазски я тебе дам все ответы на билеты. Ты должна выучить. Сколько можешь выучить? Я очень извиняюсь. Ничего, это ваша работа. Дети писали сами, самостоятельно, написали хорошо. По русскому языку мы не диктант давали, а просто списывание. Дети списали, соединение. Все нормы были выполнены. Вот эта суета, видимо, мирская суета, иногда и сказывается на все это. Потому что как бы и без этой суеты не прокормишь семью. Уходи, Симон, уходи. Я очень извиняюсь. Я наверху в школе. Говорю, в школе наверху. Здравствуйте. То, что мальчик убил свою любимую собаку, осталось на всю жизнь в глубине его души. Хорошо, садитесь. Сейчас я дам вам задание. Подумайте. Поставьте каждый себя на место мальчика. Ваша любимая собака лежит больная, приходит женщина и предлагает самые соблазнительные вещи взамен на то, чтобы убить ее. Что бы вы сделали? Я дам вам все, что вы хотите, только сделайте это. Как бы вы себя повели? Вот что я хочу понять. Я бы ей сказала: отдай мне собаку, я ее вылечу. А ты что скажешь? Женщина стеснялась этой больной собаки. Собака была больная, а женщина думала только о себе. Если она стеснялась собаки, то я бы у нее просто забрала ее, сказала бы: отдай собаку мне, зачем убивать? Могло быть и так. Только эта женщина заставила мальчика сделать так, как она хотела.
Если бы он подумал, все сложилось бы по-другому. Но женщина добилась своего. Руками мальчика убила собаку, соблазнив его. Вы бы сделали такое на его месте? Нет. Почему? Собаку жалко. Если бы он сказал: не хочу сладостей, не хочу в подарок ружье, просто так буду сторожить твоих овец, отдай мне свою больную собаку, разве она бы отказалась? Нет. Но что его соблазнило? Ружье. Она пообещала подарить ему ружье, которым он убьет собаку. Ведь так? Что бы вы ей на это ответили? Ну, скажи, Леон. Я бы сказал так: собаку я заберу себе, а ружье нужно, чтобы с ним ходить на охоту. Что бы ты сказала? Мне важно знать, что бы вы сказали этой женщине. Лучше, чтобы собака осталась жить. Я убивать ее не хочу, потому что она живая душа, она должна жить. Что бы ты ей сказала? Ружье ружьем, но собака лучше. Да, собака лучше. Начинайте. Пишите. Моя собака. Красное с белым и немного зеленого. Часть 3. Папа священник. Папа, сними мне туфли. Одевай. Одевай. Так, вообще не отвлекаемся, ни на кого не смотрим. Не занимаемся своим делом. Вы, кто мне там, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
И раз, и высаживаете листья. Ваши языком, Катрин.
Автор и режиссер Ада Квирая, операторы Роберт Ломия, Астамур Гошба, Инар Нармания, монтаж Альбина Жиба.